Уже на протяжении 7 лет администрация города Сухум организовывает для детей в летний период оздоровительный лагерь в здании 12-й средней школы. Лагерь называется «Лашарбага». Работает в 3 потока, по 2 недели каждый. Лагерь бесплатный для сухумских школьников, финансируется из городского бюджета. Принимаются в него дети из многодетных и малоимущих семей, а также дети, у которых оба родителя работают. Лагерь будет открыт с 9 утра до 6 вечера. Для детей организовываются ежедневные прогулки на море. Обязательно дневной сон для маленьких детей. Дни будут заполнены познавательными занятиями спортом. Большое внимание уделяется оздоровительным играм, лепке, рисованию, настольному теннису, футболу. Каждый из потоков принимает по 120 детей. Принимаем мы туда детей с 6 до 13 лет. Мы будем работать совместно с МЧС. Дети будут, конечно, ходить на море, купаться, за ними будет присмотр. Летние каникулы уже начались. Большой просторный двор 12-й школы скоро заполнится ребятишками. Как отметила руководитель лагеря Рита Лакербай, за детьми будут присматривать квалифицированные воспитатели. Здесь предусматривается трехразовое полноценное питание – завтрак, обед и полдник. В рацион входят свежие овощи, фрукты, мясо, яйца. Словом, все, что необходимо растущему организму. В разнообразное меню включена и национальная кухня. Мы каждый год стараемся делать то, что им нравится. Но определенные рамки, конечно, по санитарным нормам существуют. Конечно, мы исходим из этого, но мы им предлагаем нашу национальную еду. И, в общем, они, конечно, это с удовольствием едят, не отказываются. Ну, каждый год я стараюсь поменять им меню, исходя из прошлогоднего опыта, да, что они едят больше. Иногда больше не котлет любят, иногда кто-то рыбу. Ну, все это предусмотрено в меню, национальная еда, всякие горячие блюда. Мы очень требуем от наших поставщиков, чтобы и мясо, и птица, и овощи, и фрукты были те, которые вот здесь у нас в Абхазии, да, выращены в Абхазии, поэтому очень мы строго за этим следим, стараемся не брать то, что завозное. Сейчас в школе полным ходом идет подготовка кабинетов под лагерь. Несколько классов на 3-м этаже будут переоборудованы в комнаты отдыха. Уже расставлены раскладушки. К первому потоку все постели будут заправлены детскими разноцветными простынями и наволочками. Одним словом, все как дома. Помимо детского лагеря Лашарбага, в этом году впервые Фондом социального страхования и охраны труда совместно с Министерством образования страны подготовили программу проведения детского оздоровительного лагеря «Авипща» в Ауатхаре. Программа одна будет осуществляться Министерством образования, заказчиком является Фонд социального страхования. Туда будут приглашаться дети, которые особо отличились в учебном процессе, плюс дети наших страхователей, то есть работодателей, которые являются плательщиками страховых взносов. Мы будем обращаться к нашим страхователям для того, чтобы предоставили список детей, но это чуть сегодня мы впервые это проводим, и поэтому в этом году около 100 детей планируем. Вот. И это будет как бы системно, ежегодно будем увеличивать поток детей. В лагере ребенок делает первые самостоятельные шаги, то есть готовится к взрослой жизни, что не всегда удается под крылом слишком заботливых родителей, бабушек и дедушек. Он может не только разнообразить собственный досуг, весело и с пользой провести время, но и завести много новых друзей. Не стоит лишать своего ребенка тех радостей, которые ему сулит пребывание в детском лагере. Надо дать ему шанс в полной мере раскрыть свой потенциал. Рената Шака, Свет Гухава, Абхазское телевидение.